Ввиду того, что всеобщая самоизоляция, она, конечно, ограничивает людей во многих каких-то текущих вопросах, президентом Республики Татарстан было принято решение, чтобы была разработана система, которая позволяла бы, несмотря на то, что мы сейчас действительно все максимально стараемся самоизолироваться, позволяла бы по тем жизненно необходимым нуждам каким-то выходить из дома и совершать какие-то важные значит, там, не знаю, сходить в аптеку, в магазин. Для этого была разработана система, которая позволяла бы организовать такую работу, собственно. Так вот, сотрудники полиции, которые стоят на въезде-выезде в город, они проверяют эти справки. Со справками история тоже интересная, коллеги. Вот здесь тоже мы призываем ваше внимание. На сегодняшний день правоохранители уже фиксируют в социальных сетях, в интернете тиражирование, предложение, значит, купить объявление о продаже фальшивых справок, скажем так, да. Конечно, сейчас все эти объявления и предложения находятся в работе правоохранителей, они будут привлекать к ответственности этих людей. Мы еще раз обращаем внимание, что справки эти выдаются конкретному перечню организаций. Есть указ президента Российской Федерации, опубликованный 25 марта, когда было принято решение о введении нерабочей недели. Там также был указан перечень, обозначен перечень тех предприятий, которые входят в список предприятий, которые должны продолжать свою работу, несмотря на систему самоизоляции. Так вот, правоохранители проверяют, они каждую справку смотрят, и если у них справка возникает какие-то к справке сомнения, если они видят, что эта справка не соответствует той форме, которая, еще раз обращаю внимание, прописана в постановлении Республики Татарстан, Кабинет министров Республики Татарстан, если у них вызывают подозрения эти справки, они их изымают, и до установления, собственно, личности человека в части того, действительно работает в организации, входит ли эта организация в тот перечень предприятий, которые должны работать. Сами справки, которые выданы работодателям, сотрудникам, они вносятся в единый реестр, правоохранители вносят его в единый реестр. Вы должны понимать, что на сегодняшний день вообще, в принципе, вся система, да и не только у нас в Татарстане, она выстраивается в части работы в этих новых условиях. Мы никогда ранее не принимали ни такой, скажем так, механизм, как СМС-передвижение, когда выдается разрешение. Мы никогда не использовали механизм специальных справок для того, чтобы свободно перемещаться. Мы должны все с вами понимать, что этот механизм сейчас выстраивается. Конечно, он будет, наверное, в него будут вноситься постепенно какие-то изменения, в том числе с учетом, конечно, удобства жителей нашей республики. Есть вопрос попутно, если я говорю о правоохранительной системе, об их работе, есть вопрос, связанный с количеством фактов, значит, правонарушений, тех, кто нарушили самоизоляцию. У нас на сегодняшний день, по данным правоохранительных органов, значит, 7 фейков выявлено, установлены, все эти люди оштрафованы, и 61 правонарушение условий карантина, то есть это люди, которые должны были находиться в карантине, которым на руки была выдана памятка по прибытии, значит, в Республику Татарстан, или у которых есть необходимость, они контактные, контактировали с людьми, у которых был выявлен коронавирус. Вот 61 такое правонарушение на сегодняшний день зафиксировано правоохранителями, и в административном порядке, конечно, они несут ответственность. Много вопросов, связанных с тем, что мы вчера уже с Айратом Ринатовичем во время прямого включения говорили о том, что есть вопросы, связанные с тем, что при отправлении СМС не сразу приходит ответ, или он приходит гораздо позже, когда уже истекает время, собственно, запрашиваемое для того, чтобы посетить какое-либо учреждение, которое входит в перечень. Вот мы поговорили сегодня с сотрудниками правоохранительных служб, они сказали, что главное при себе иметь СМС, на котором значит, отражено время прихода СМС. То есть вы должны показать, что вот я отправил, вот мне пришло, что я зарегистрирован, а вот в это время, но до сих пор еще не пришло СМС. Ну, то есть, чтобы мы, конечно же, в этом случае все прекрасно понимаем, что есть особые необходимости, когда нужно покинуть место самоизоляции, и правоохранители в этом случае, они, конечно, ни в коем случае не выступают строго за то, чтобы всех отправлять домой, но мы все должны с вами понимать. Еще раз повторяю, что тот ресурс, который внедрен по СМС разрешению на выход, это крайний случай. Давайте все-таки оставаться дома, давайте все-таки соблюдать самоизоляцию, и только в крайних случаях, когда вам нужно выходить, пользоваться вот этой системой. В том числе это как раз-таки поможет разгрузить ее от большого количества запросов, которые туда сейчас поступают, и даст возможность тем, кому действительно необходимо в срочном порядке сейчас куда-то сходить, ускорить процесс получения ими обратного СМС. Значит, что касается людей, которые нарушают самоизоляцию, как происходит процедура, вы знаете, что сотрудники полиции, останавливая на улице, проверяют документы, если они видят необходимость, ну, видят, что человек нарушает самоизоляцию, они направляются в отдел полиции, там в присутствии, собственно, сотрудника Роспотребнадзора вставляются документы.
А, Если будет необходимость проведения суда, то она в дистанционном порядке в режиме ВКС, заседание суда состоится. Кроме того, все сотрудники полиции на сегодняшний день работают с памятками, то есть у всех у них есть памятки на руках, в которых расписаны алгоритмы их действий, то есть они ориентируются на эти памятки. Но еще раз обращаю ваше внимание, что мы все с вами работаем в этих условиях впервые, и, конечно, с течением времени, наверное, вот в эти дни, когда будут поступать, собственно, какие-то обращения, где-то что-то доработать придется, конечно, вся эта работа будет проводиться дальше. Коллеги, я потихоньку буду переходить на тот перечень вопросов, который мне пришел, и по ходу, наверное, дополнять информацию. Я еще раз тем, кто сейчас включился, вот есть уточнение, кстати, да, значит, по 14 городам Республики Татарстан, которые в режиме самоизоляции, въезд и выезд осуществляется в особом порядке. Это города Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Елабуга, Бугульма, Чистополь, Зеленодольск, Лениногорск, Нурлат, Азнакаево, Бавлы, Заинск и Менделеевск. Это 14 городов республики, в которых в особом порядке осуществляется въезд и выезд, где останавливают весь поток автотранспортный. Я обращаю внимание, очень много было вопросов со стороны СМИ, что закрыли города, никого не пускают. Я стараюсь всем разъяснять, объяснять ситуацию. Как я уже говорила, сотрудники полиции проверяют каждый автомобиль, въезжающий. Поэтому это требует времени, конечно, это скопление большого количества автомобилей и ощущение того, что город перекрыт, но нет, они ведут проверку по каждому индивидуально. И важно, коллеги, для того, чтобы не было таких ситуаций, все-таки те, кто не выезжает на работу, у кого нету справки, и он просто выехал в город, ему захотелось выехать куда-то, да. Обращаем ваше внимание, это доставляет еще дополнительные неудобства тем, кто действительно едет на работу с наличием справки и вынужден стоять в этой въездной пробке, потому что всех сотрудники полиции должны проверить. По вопросам, сейчас пройдем по вопросам, которые поступали сегодня. Есть вопрос, связанный с тем, планируют ли власти республики вводить ограничения на продажу алкоголя, как это уже сделано в соседних регионах. В каких соседних регионах? Я слышала, если не ошибаюсь, в одном только соседнем регионе такая практика введена. На сегодняшний день у нас в республике пока такой вопрос в повестке не стоит. Есть вопрос, значит, на каком основании были введены меры. Но я уже озвучила ранее, на этот вопрос отвечала, что у нас есть постановление. Во-первых, у нас есть, давайте по порядку начнем, у нас есть достаточно такая широкая сформированная уже нормативно-правовая база, на основе которой мы все работаем сейчас, все с вами живем. Первое, это, конечно, указ президента Российской Федерации от 25 марта, когда была объявлена о значит, нерабочей неделе. Я еще раз подчеркиваю, это крайне важно, мы говорим о нерабочей неделе, не выходной неделе, а нерабочей, которая нам всем дала, которые нам всем предписаны для того, чтобы мы находились именно дома, коллеги. Далее по, значит, документам это у нас есть и постановление правительства Республики Татарстан о введении, значит, режима 30 марта. У нас есть еще одно постановление Республики Татарстан, о котором я говорила, пункт 5 которого предписывает всем жителям Республики Татарстан находиться на полной изоляции и особо категорию 65+. Вот это весь блок нормативно-правовых документов, который позволяет нам значит, с точки зрения юридического подхода в правовом поле работать по тем, собственно, системам, которые мы вводим, и справки, СМС-передвижения. Вопрос такой, законна ли самоизоляция? Коллеги, еще раз, мы говорим сейчас не с точки зрения, там, какой документ, пункт какого документа сейчас там предписывает нам находиться на полной самоизоляции. Мы сейчас говорим о том, что мы призываем жителей Республики Татарстан ответственно относиться к своему здоровью, здоровью окружающих. Мы все должны находиться на самоизоляции. Это очень важно, потому что все те усилия, которые предпринимаются на сегодняшний день республиканским штабом, значит, и правительством Республики Татарстан, Рустам Нургалиевич, как вы знаете, он ежедневно работает. Все те усилия, которые на сегодняшний день предпринимаются по недопущению всплеска и распространения коронавируса в масштабах нашей республики, они будут эффективны только если мы все поможем в этой работе и будем самоизолированы, будем находиться дома. И вот такие хорошие новости, как сегодня, о 4 выписавшихся, будут, мы очень надеемся, появляться чаще, именно вот если мы все будем самоизолированы. Как будет проверяться подлинность справки от работодателя, я уже говорила, значит, речь идет о
о том, что правоохранительные органы, которые будут проверять справку, если у них они будут вызывать сомнения с точки зрения оформления, любое подозрение эта справка будет вызывать, она будет изыматься и будет устанавливаться уже, действительно ли работает этот человек конкретной той или иной организации, входит ли он, входит ли эта организация в перечень тех, которые должны работать. И кроме того, как я уже говорила, будут вносить значит, в базу, в единую всю эту информацию. Эта неделя нерабочая. Каким образом сотрудник может взять справку от работодателя? Это должен организовать, безусловно, работодатель. Работодатель должен предусмотреть, что его сотрудник должен получить справку. Очевидно, если эта организация входит в перечень, она работающая, то выданные справки должны быть доставлены сотрудникам, очевидно, на дом. Но это уже задача работодателя. Будет ли продлен режим самоизоляции в Татарстане? Пока у нас для вас новостей в этой части нет. Все оперативные новости по решениям штаба, руководства республики я доношу, как только они принимаются, пока такой новости я вам сообщить не могу. Будем смотреть по ситуации. Пропуски по СМС выдаются на час. Что делать, если не укладываешься в это время? Коллеги, у нас пропуски на СМС выдаются для конкретных целей чрезвычайных. Да? Ну, понятно, что пропуск не нужен, если вы экстренно должны быть госпитализированы в больницу. Пропуск не нужен, если вы идете в аптеку, которая рядом с домом, в непосредственной близости, или в магазин в непосредственной близости рядом с домом. Да? А пропуск нужен, еще раз, пропуск СМС, о котором мы говорим, это исключительные случаи, желательно всем оставаться дома. Так, могут ли сотрудников, которые работают в эту неделю, подвозить до работы их родственники, супруги? А тогда в чем цель самоизоляции, коллеги? Мы еще раз говорим, сотрудники, которые должны работать, у которых есть работа, у нас, во-первых, есть, значит, и волонтерские службы, у нас и муниципалитеты представляют. Казань, насколько вы знаете, предоставила свои автомобили для того, чтобы медицинских работников довозить. Мы максимально стараемся, чтобы все находились в самоизоляции. Общественный транспорт у нас тоже работает, как вы знаете, да, по особому режиму, но в то же время общественный транспорт проходит максимальную дезинфекцию. Значит, по онлайн-работе биржи труда. Вот коллеги как раз подсказывали мне по вашим вопросам, которые поступают, что по решению, значит, профильного ведомства в связи с введением в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса. Ну, помимо того, что все массовые мероприятия у нас отменены, как вы знаете, но в то же время работе по перерегистрации безработных граждан, которым на указанные даты назначено посещение центра занятости, на эти даты, о которых мы сейчас говорим, население будет осуществляться в дистанционном режиме по контактным данным граждан, указанным на регистрации в центре занятости. Первичный прием также будет осуществляться в дистанционном режиме при представлении гражданином по электронной почте заявления о предоставлении услуги по содействию в поиске подходящей работы и фотографий и так далее. Весь набор, то, что нужно предоставить, на какой электронный ящик можно отправить свое заявление, заявку свою в Центр занятости, указанный на сайте Министерства труда. Там можно посмотреть алгоритм действий, то есть мы говорим о том, что эта система также переходит на данном этапе в онлайн-режим. Вопрос про... Значит, готовится ли Татарстан создать перечень системообразующих предприятий, когда выйдет постановление, какие предприятия, насколько мне известно, перечень крупных экономически и социально значимых системообразующих предприятий, организаций предприятий с государственной долей Республики Татарстан и бюджетообразующих предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории республики, на 2020 год утвержден, он распоряжением Кабинета министров, утвержден еще 28 марта. Давайте я посмотрю, если у вас сложности с поиском этого постановления, я его поищу, посмотрю и вам передам. Есть вопрос, очень много вопросов, не первый день уже поступает по поводу Рустама Нургалевича, прошел ли он тест, он регулярно, безусловно, проходит все необходимые для этого процедуры. Значит, татар тілінде бір сұрау бар. Ата-аналар изоляция вакытында балалар бакчасы өчен төләү буенча сорау бирә. Бу инде петицияләр язалар, өйдә утырган вакытта бакча акча төләү турында. Бу мәсьәлә буенча әйтеп китим кыска гына, бүгенге көндә бу мәсьәлә буенча инде хәзер сөйләшүләр бара. Әгәр дә кирәк булса, хәбәрләр булса, без сезгә аны тәкъдим итәрбез. Сораугыз өчен рәхмәт. Есть вопросы, значит, сколько людей было задержано и оштрафовано за нарушение решения самоизоляции. Я озвучивала цифру 61 у нас правонарушений за тех, кто не соблюдает карантин. И 7 фейков. Вы знаете, мы стараемся максимально информировать о том, что у нас, к сожалению, есть люди, которые в данной ситуации, ну, сложно вообще на самом деле понять, что движет этими людьми, но пытаются спекулировать на этой ситуации, распространять различные фейки. Недавно фейки, причем не просто там связанные с какой-то общей информацией, но фейки в отношении конкретных людей.
И вот недавно была очень неприятная история относительно одной пожилой женщине, о которой сказали, что ее забрали в Дербышках в больницу, и, значит, у нее проблемы со здоровьем, у нее там подтвердился диагноз коронавирус. Причем не просто сказали, что это женщина, а назвали прямо имя, фамилию. Женщина пожилая, чувствует себя прекрасно, но, конечно, была крайне расстроена и очень сильно переживала, что, конечно, не могло не сказаться на ее состоянии здоровья. Поэтому такие ситуации, конечно, фейковые. Вы знаете, что и на федеральном уровне законодательство очень жестко сейчас регулирует все распространения фейков в этой части. Поэтому нам тоже важно, чтобы коллеги-журналисты иной раз очень много присылают, перепроверяют информацию. Спасибо вам за это. Пожалуйста, мы всегда готовы дать официальное опровержение, когда фейки появляются. Нам важно, чтобы людей не вводили в заблуждение, не создавали ощущение паники. И спасибо, вот, что вы такую работу активно сами проводим. Какие данные инструкции по СНАМ ГИБДД я уже озвучила, есть памятка, они проверяют на въезд, на выезд, проверяют справки, если справки вызывают сомнения, они их изымают, а в принципе все справки вводят в единую базу. Значит, ну опять про тест я, собственно, ответила сейчас, нет необходимости, я думаю, повторять. Так. Когда будет дано пояснение, как скажутся текущие цены на нефть и девальвация рубля на бюджете республики? Работа ведется, коллеги, мы отдельно об этом проинформируем, она ежедневная, она, конечно, идет значит, на уровне президента республики, и председателя правительства, и весь экономический блок, они вырабатывают, вы знаете, у нас работу ведет и отдельно созданная комиссия, значит, при Министерстве экономики, которое возглавляет министр экономики, он докладывал, мы с вами уже встречались на брифинге, эта работа ведется. Как только у нас будут какие-то принципиальные решения приняты, мы обязательно вас проинформируем. Это ежедневная работа, ежедневная аналитика всех данных по цифрам. Отмечалось, что медперсоналу, который перешел на противоэпидемический режим, увеличит фонд оплаты труда. Я очень рассчитываю, что мы в ближайшие дни подключим нашей конференции профильного министра и обязательно поговорим по этой части. Безусловно, это важная работа, она будет проделана. И знаете, что президент Республики Татарстан, когда встречался с медицинским персоналом, еще, как вы помните, 8 марта, когда мы выписали первых в России тогда, значит, людей, вылечившихся от коронавируса, значит, тогда он тоже, обращаясь к медперсоналу, и говорил о том, что это крайне важно. Сейчас эта категория граждан должна иметь действительно хорошую поддержку, потому что они стоят буквально на острие возникшей ситуации. Я думаю, что более детально мы вот с профильным министром проинформируем вас тоже. Расскажите подробнее, в каком состоянии сейчас находятся больные коронавирусом, если среди них в тяжелом состоянии. К счастью, нет, все находятся ближе к удовлетворительному. Значит, как я уже говорила, когда мы говорим ближе к удовлетворительному, это профессионально на медицинском, скажем так, сленге, то в нашем понимании это состояние хорошее, когда уже у пациента удовлетворительно, его выписывают. Собственно, вот у нас все ближе к удовлетворительному на сегодняшний день. Значит, те, у кого стало удовлетворительным, 4, например, они выписаны. Да? Правда ли, что растет количество положительных предварительных анализов? Коллеги, как только у нас будут официальные данные, еще раз я вас призываю очень внимательно относиться. Разные цифры озвучивают, а вот говорят, в таком-то районе выявили, а еще говорят, вот здесь вот человек скрывал. Еще раз, мы с вами ориентируемся исключительно на официальную информацию, которую я вам оперативно, как только подтверждается наличие значит, диагноза и какое количество, я вас сразу информирую. На сегодняшний день мы с вами знаем, что по тем цифрам, которые озвучены федеральным штабом и Роспотребнадзором, в тех цифрах, которые озвучены сегодня, Татарстана нет. Мы пока в цифрах, которые, значит, по выписке, это 4 человека. Появятся новые данные, мы оперативно вас проинформируем. Каким числом коек располагает сейчас республика? Сколько еще может быть мобилизовано коек в случае необходимости? Могут ли какие-то республиканские объекты в случае ЧП превратиться в полевые госпитали? Количество коек, которые нам на сегодняшний день мы готовы развернуть, мы уже это докладывали Рустаму Нургалевичу, это порядка 3800 коек. Вы знаете, что президент республики посетил одну из больниц, это 7-я Казанская больница, которую он посмотрел, там были развернуты дополнительно 150 коек, он посмотрел, как эта работа проведена. В Казани, безусловно, основной объем коек создается, но и в районах на базе инфекционных отделений, значит, на базе
центральных районных больниц есть инфекционное отделение, там будут расширять койко-мест, мы где-то вот 3 800 на сегодняшний день предполагаем. Количество ИВЛ-аппаратов на сегодняшний день достаточно, вы знаете, что президент эту цифру уже озвучивал, порядка 1400, и при необходимости, он сказал, мы готовы закупить дополнительно. Значит, действительно ли школьники 6 апреля перейдут на дистанционное обучение? Сколько оно продлится? Да, действительно, вы знаете, что когда только было принято решение о том, что школьники уходят на каникулы, причем я сейчас говорю не только о школьниках, но и о студентах, как только было это принято решение, что они уходят на каникулы, была, значит, организована система по дистанционному обучению, она тестировалась, президент республики сам посетил одну из школ, посетил также университет, один из университетов, чтобы проверить, как это технически все настроено. Есть, действительно, были вопросы необходимости организации этой работы где-то в отдаленных районах, где с точки зрения технического обеспечения требовались дополнительные какие-то затраты или организация технических возможностей. Это все тоже отрабатывалось. Вы знаете, что президентом республики была поставлена задача к 1 апреля максимально вот эти вопросы возникающие закрыть. В то же время вы знаете, что у нас значит, продлили значит, время дистанционного нахождения детей, и вот 6 апреля они действительно начинают на дистанционном обучении проходить. Продлится оно сколько? Сколько понадобится, столько и продлится. Есть такая фраза, которая сейчас, она зафиксирована во многих документах, и мы тоже ее все время повторяем. Все это продлится до тех пор, пока не нормализуется санитарно-эпидемиологическая ситуация. Это важно. Что касается ценообразования, спрашивают, как мониторит государство, регулирует. Вы знаете, что президентом Республики Татарстан было дано поручение о формировании еще одного штаба по продовольственной безопасности, в который вошли 2 министерства и 2 вице-премьера. Это Каримов и Забаров. Они работают в этом направлении. Их специалисты в штабе там ведут мониторинг. Помимо этих 2 министерств в этот штаб входят еще представители Федеральной антимонопольной службы, представители МВД. Они тоже подключены, но действительно, с точки зрения законодательства, вопрос сговора, он требует достаточно... Процедура это не такая быстрая, и при выявлении фактов завышения достаточно серьезной там, с точки зрения юридических требований должна процедура пройти. Но тем не менее они такую работу тоже ведут. Вот коммерсант спрашивает, постоянно поступают сообщения, что в инфекционной больнице в Казани нет мест. Сколько всего там мест и кем они заняты? Я не совсем понимаю, в инфекционной больнице почему нет мест, и откуда такие сообщения поступают, от кого они поступают. Места есть. У нас, и мы это говорим, слава богу, во всех отделениях достаточное количество мест, они не заняты, что говорит о том, что у нас нет высокого всплеска. По количеству необходимых мест я уже озвучивала ответ сейчас, что мы 3 800 еще дополнительно готовим, в республике разворачиваем на случай, если нам понадобится. Сколько в больницах людей с подозрением на коронавирус? Ну, вы цифры знаете, я вот озвучивала, у нас минус 4 человека, которые сегодня выписаны. Посмотрите, пожалуйста. У нас большое количество людей на сегодняшний день, это чуть более 10 тысяч, находится значит, самоизоляции ввиду того, что они вернулись либо с какой-то поездки зарубежной, либо у них значит, уже сейчас даже под меднаблюдением находятся люди, которые контактировали с теми, у кого впоследствии был выявлен коронавирус. Да? Вот, они все находятся дома. Есть ли у властей Татарстана прогнозы сроков самоизоляции? Месяц мы так будем жить, полгода, год-два. Ну, я, пожалуй, не буду отступать от классических правил до момента, когда будет нормализована санитарно-эпидемиологическая ситуация. Это во многом, кстати, коллеги, зависит от нас с вами. От нас с вами, я сейчас имею в виду и журналистов, и имею в виду жителей Республики Татарстан в данном случае. Если мы действительно будем строго соблюдать те требования самоизоляции, самые простейшие требования самоизоляции, то мы, конечно, сократим значительно вот этот период. Я обращаю внимание, что в данном случае, когда мы находимся в такой санитарно-эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, вот этот формат самоизоляции, он самый эффективный, и он сейчас, вот как раз-таки, если мы будем соблюдать, очень сильно нам поможет и может ситуацию улучшить. Это только зависит от нас, поэтому мы здесь прогнозы можем строить только исходя из самосознательности наших граждан. Поэтому призываем всех оставаться дома. Значит, есть вопросы, во сколько обошлась система СМС-размещений в деньгах. Я задам этот вопрос, не готова сейчас на него ответить. Вы знаете, что система СМС-оповещения формировалась буквально вот в течение 2 дней с момента выхода постановления. 30 марта вышло значит, постановление в ночи, и буквально уже 1 апреля мы имели эту систему, которая работала, которая начала работать. Поэтому, я думаю, дополнительный вопрос
Значит, проработаем, я поинтересуюсь. Есть ли прогноз убытков экономики региона от самоизоляции? Конечно, такой прогноз, он не может, скажем так, без глубокой аналитики. Я думаю, что как-то наши экономисты представят свои варианты развития событий. Мы вам тоже сообщим. Какую поддержку малому бизнесу окажет республика? Ну, вы знаете, у нас на сегодняшний день тоже по линии значит, Минэка в работу в это включился и уполномоченный по защите прав предпринимателей. Есть у нас различные инструментарии в виде гарантийного фонда. Вся эта работа ведется. Я думаю, мы по малому бизнесу еще дополнительно привлечем, возможно, вот такой брифинг, как мы вчера делали с министром связи, сделаем отдельно с подключением ко мне еще профильных представителей, которые разъяснят более подробно. Я услышала этот вопрос, этих вопросов очень много. Я вот, пожалуй, его возьму на вооружение. Может быть, мы на днях подключим как раз наших специалистов в области экономики, которые расскажут, какую работу они на сегодняшний день проводят. Сколько СМС-запросов выданы, за какой период, не скажу сейчас, статистику не получала, запрошу у наших коллег Минцифры, но вы знаете, что вчера, пик, когда все только началось, до 10 тысяч утром было запросов зарегистрировано. Ну вот опять пишут про Зеленодольск и случай коронавируса, подтверждает этот случай или нет. Ну, мы уже, коллеги, говорили, об этом говорил начальник штаба еще 3 дня назад. Всю официальную информацию о количестве зараженных коронавирусом, в каком количестве они, в каких городах мы выдаем. Вы можете поднять эту статистику. Там, в городе Зеленодольск, не упоминается. В случае передвижения на личном автомобиле всей семьей, нужно ли оформить разрешение на каждого или достаточно одного на семью? Ну, во-первых, что касается детей, дети, они, в принципе, с родителями, самостоятельно в передвижении маленьких детей запрещено, поэтому здесь, конечно, только с родителей, и опять же, только в случае, если вы действительно выезжаете, ну, вот цель вашего визита, если вы получаете смс-оповещение, там указана цель, вы прописываете, и вам приходит смс. То есть на детей совершенно точно не надо, ну да, с семьей, но опять же мы призываем все-таки находиться в самоизоляции, находиться дома и не покидать лишний раз место своего проживания. Как людям, живущим не по прописке, доказывать свое фактическое проживание? Есть, значит, у правоохранителей памятка, согласно которой она действует. Конечно, всегда лучше при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Есть сигнал о том, что сотрудники ГИБДД задержали грузовик сельхозпроизводителя. Что делать в таком случае? Я не знаю о таком сигнале. У нас все проинструктированы, всем доведено постановление, доведены справки, доведена форма, в которой эта справка должна быть выдана. У нас Министерство сельского хозяйства и продовольствия очень серьезно следит за этим, потому что вы понимаете, что вопрос поставки продукции – это один из таких главных вопросов. И я хочу обратить внимание, что на этой неделе состоялась, когда онлайн-встреча Рустама Нургалиевича с крупными ритейлерами, там тоже обсуждался вопрос, будет ли как-то ограничено передвижение грузов по территории республики ввиду особого режима, и Рустам Нургалиевич на этом сделал отдельный акцент, что, конечно, никаких, значит, так, неудобств для этой категории людей не должно создаваться, потому что они выполняют действительно очень важную функцию, обеспечивая продовольствием жителей республики. Поэтому надо уточнять, это достаточно размытое понятие, есть сигнал, что задержали грузовик. Какой грузовик, какой сельхозпроизводитель, где задержали, кто задержал. Не знаю вообще фактуры этого вопроса, сложно сказать. Но еще раз обращаю внимание, на портале правовой информации есть, значит, само постановление правительства, внутри которого есть форма справки, она единая для всех, как должна выглядеть справка, выданная с работы. Значит, звонок подписчика. Надо забрать отца из Борового Матюшина. За час не успеваю звонок. Это звонок от Балтаси Хизмет. Вы отправляете смс, как я уже говорила. Если вам смс долго не приходит, у вас есть оповещение, когда вы его отправили, когда вам пришел ответ с регистрации. Вы можете, если будут вопросы, показать о том, что задержка пришло смс. Значит, по категории, по пожилым тоже, по посещению, да, вот опять же, нужно забрать отца, возраст. Я еще раз призываю внимательно относиться, все-таки не коммуницировать с людьми старше 65+. Пусть ваши родные, близкие, родители, дедушки, бабушки находятся дома. Не вывозите их никуда. Пусть они находятся там, где они сейчас самоизолированы, находятся в месте своего проживания. Если есть необходимость привезти им продукты, вы можете обратиться по телефонам в горячую линию. У нас работает огромное количество волонтеров. Я хочу сказать большое спасибо. Очень много неравнодушных людей подключаются и для этих волонтеров предоставляют свои автомобили, чтобы
чтобы они могли доехать до места, там, где проживает пожилой человек, для того, чтобы привезти ему продукты или лекарства. Если у вас такая есть необходимость, скоммутируйтесь, пожалуйста, свяжитесь с этими волонтерами, скажите, что ваш отец находится там-то, и вы хотите доставить ему продукты, вот вы можете их купить, и волонтеры уже в масках, в перчатках, полностью соблюдая все санитарно-эпидемиологические требования, привезут, оставят и уедут. Коммуникации с взрослыми на сегодняшний день нужно максимально ограничить для того, чтобы уберечь своих же близких от рисков, в данном случае, риском их же здоровья. Сколько всего человек выздоровело в Татарстане за все время? Но сегодня 4, до этого было еще, если не ошибаюсь, 2, ну вот считаем. Разрешается ли съездить в деревню, чтобы забрать детей, Шахри Казан пишет. Посмотрите, пожалуйста, внимательно ту памятку, которую мы везде тиражируем относительно того, какие категории выездов не требуют разрешения вообще. Коллеги, значит, вопросы. По вашим вопросам у меня все. Я стараюсь максимально на все вопросы ответить. Вы можете писать, мы уже система у нас отработанная, можете обращаться, мне писать. Мы будем стараться в ближайшие дни подключать к нашим брифингам, к таким, делать их в ежедневном формате, будем очень стараться подключать к ним как можно больше специалистов разных министерств, ведомств, каждого отвечающего за свое направление. Есть запрос по медицинской части, много вопросов, попробуем подключить, по экономике тоже будем подключать максимально, насколько это возможно. Мы еще раз обращаем ваше внимание, что на сегодняшний день главная задача, которую все мы с вами должны решить и должны призывать жителей республики, это максимально самоизолироваться. Не перестанем, наверное, повторять, это крайне важно, потому что если мы сейчас не самоизолируемся, то все те меры, которые предпринимаются, они будут тщетны, и мы с вами уйдем в более затяжной процесс выхода из этой вот такой вирусной истории. Коллеги, всем большое спасибо. Будем на связи. Я думаю, что если завтра мы организуем еще один брифинг, я дополнительно в чате сообщу, во сколько мы будем включаться и кого мы приглашаем на этот брифинг. Всем желаю здоровья. Спасибо вам за совместную работу. Всего хорошего. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.